Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. Следователи проводят процессуальную проверку по факту обнаружения тела неизвестного мужчины после локализации пожара в двухэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Айхал Мирнинского района, в результате которого сгорело здание на площади 360 квадратных метров. На месте происшествия обнаружили фрагменты тела человека. Личность погибшего устанавливается. Также в медицинское учреждение доставлены двое пострадавших, которым оказывается необходимая помощь. Житель Кобяйского района обвиняется в убийстве отца по неосторожности. Об этом сообщает прокуратура Якутии. В суде установлено, что между подсудимым и его отцом произошла ссора. Отец стал избивать подсудимого, на что он в ответ толкнул его в грудь. В результате потерпевший, потеряв равновесие, упал и, падая, ударился головой об деревянный подлокотник углового дивана. Получив травму головы, он, не приходя в сознание, скончался через непродолжительный период времени. По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к назначению наказания в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев. Житель Мегино-Кангаласского района осужден за незаконное предпринимательство. По информации прокуратуры Якутии, уголовное дело возбуждено по результатам совместной проверки прокуратуры с правоохранительными органами и налоговой службой. Подсудимый приобрел в 2019 году у индивидуального предпринимателя здание торгового центра «Азия» в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. В последующем, являясь собственником нежилого помещения, он сдал в аренду помещение данного торгового центра, находящееся на первом и втором этаже здания. Предпринимательская деятельность осуществлялась подсудимым без регистрации, при этом он укрыл свой доход от налоговой службы. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом признания вины, полной оплаты налогов, а также позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к назначению наказания в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Полицейские установили подозреваемых в краже в Нерингринском районе Якутии. Подозреваемыми оказались 22 и 20-летние жители поселка Иенгра. Выяснилось, что в день происшествия молодые люди распивали спиртные напитки, после чего решили покататься на буране. Вот только бензина в нем не оказалось. Тогда приятели решили воспользоваться чужим топливом. Зная, что в гараже у знакомой стоят канистры с нужным горючим, злоумышленники взломали навесной замок, проникли внутрь и похитили 2 канистры с бензином, после чего заправили снегоход и поехали кататься. В их отношении возбуждено уголовное дело. Мошенники обманули якутянина, представившись сотрудниками банка. На мобильный телефон 45-летнему мужчине поступил звонок. Звонивший сообщил, что ему предусмотрены 9 тысяч рублей в качестве кэшбэка за использование банковской карты. Заинтересовавшись выгодным предложением, мужчина согласился. Тогда мошенник попросил потерпевшего назвать реквизиты карты, а также поступившие на номер телефона СМС-коды. Однако после того, как потерпевший выдал всю необходимую информацию, с его счетов было похищено около 17 тысяч рублей. В исправительную колонию пытались перебросить 12 сотовых телефонов. По информации Управления Федеральной службы исполнения наказаний в Якутии, в ночь на 26 февраля двое жителей поселка Мохсоколох были задержаны сотрудниками исправительной колонии на прилегающей режимной территории. Мужчины пытались перебросить через основное заграждение 2 заранее подготовленных свертка, которые были изъяты у них в ходе досмотра. В свертках находились 12 сотовых телефонов, которыми нарушители намеревались обеспечить осужденных. В отношении задержанных граждан составлены и направлены в суд протоколы об административном правонарушении. Очередная демонстрация в Барселоне в поддержку заключенного рэпера Пабло Хаселя вылилась в беспорядки, погромы и грабежи, поджоги. Арестовано не менее 10 человек за нападение на полицейских, один из которых получил легкую травму. Хасель получил 9 месяцев лишения свободы за оскорбление в адрес королевской семьи и судебной системы Испании, содержавшейся в его стихах и твитах. Его задержание и помещение в тюрьму вызвало волну протестов в Барселоне, Мадриде и некоторых других городах. Подробности в следующем материале рассказывает Сергей Берец. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.